Приветствую, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 22 сентября. Это у нас четверг. Смотрим все знаки зодиака по очереди. Начинаем с Овнов. Овны первые. 22 сентября. Четверг. События дня. Покажите мне для Овна. Так, Овны, смотрим. Значит, смотрите, выпадает метла, это ссора. И выпадает, ага, бокал нельзя. Или метла, или бокал можно. Но мне почему-то первое бросилось в глаза метла. Если вы первый бокал увидели, когда я карточку взяла, тогда у вас проиграется застолье. Метла еще может быть наведение порядков. Не обязательно ссора. Скользкое дело. Так, еще письмо вижу. Письмо — это получение. Получение новости, получение какой-то информации, посылки, документа. Интимная связь. Кровать. Ну или желание пораньше лечь спать. Если интимная связь вам не актуальна. Так, значит, книга нельзя. Гости. Еще вечером могут быть. Так, больше я не вижу. Получается, у вас в этот день надо быть осторожным, потому что может быть какое-то скользкое дело, да, то есть какая-то схема, махинация. Дальше может быть ссора. Опять же, да, это как результат уже может быть. Вы потом будете ругаться с этими людьми, которые вас обманули. То есть вы в этот же день и узнаете, что это был обман. Дальше будет какое-то получение, интимная связь и гости. Вот такие события. Так что, Овны, у вас есть даже предостережение. Да? То есть это быть осторожными в четверг с разного рода заманчивыми предложениями. Благодарю за внимание. Дальше я перехожу к Тельцам. Смотрим дальше. Тельцы. 22 сентября. Четверг. События дня для Тельцов. Покажите мне. Так, первое, что я у вас видела, колодец. Очень сильные переживания могут быть. Интимная связь может быть, кровать. Либо, смотрите, кровать — это желание, да, подольше поспать. Возможно, да, вот решите 5 минут лишних полежать и проспите, да, то есть и разочарование из-за того, что опаздываете. Ссора. Может быть, еще из-за ссоры рядышком выпадает с переживаниями. То есть перед переживаниями может быть ссора. Обман нельзя. Победа.
встреча. Возможно, это деловая встреча, вот на этой встрече будет какая-то победа, то есть какой-то результат хороший. Так, проверяем, что у нас здесь. Ну, я не вижу горизонтали, вертикали, совпадений не вижу. Получается, у вас могут быть сильные переживания с утра из-за какой-то ссоры, может быть интимная связь, и также еще будет деловая встреча, которая для вас закончится хорошими результатами, победой в этот день, в четверг. Так что, видите, тельцы, есть и хорошие события, но есть и какая-то неприятная ситуация, связанная с ссорой. Ну, опять же, этого можно избежать, уже зная, да, об этом. Благодарю вас за внимание и перехожу я к близнецам. Так, близнецы. 22 сентября. События дня четверг. Четверг, близнецы. Любовь. Первое событие. Точно все хорошо будет в личной жизни. Может быть знакомство, если ее нет. Неприятность может быть. Еще якорь мог получиться. Если вы якорь видели первый, значит у вас якорь проиграется, а не неприятность. Якорь – это фиксация, то есть когда мы где-то надолго, да, вот фиксируемся, находимся в одном месте. Неприятность, ну, вы понимаете, да, то есть какая-то проблемка. Деловая встреча. Весы нельзя соединить. Цыпленка нельзя соединить. И здесь нет. Получается, у вас 3 события выпадает на четверг. Первое показывает, что точно все хорошо будет в личной жизни. Если ее нет, может появиться. Также будет какая-то встреча в этот день. И может быть еще неприятность. То есть вам надо быть осторожными. Может произойти какая-то неприятность. В этой колоде непонятно, по вашей вине, не по вашей вине. То есть здесь не разделяется. Поэтому на всякий случай каждое свое движение перепроверяйте, да, каждый свой шаг. Может быть, удастся избежать ее. Потому что это всегда наши какие-то ошибки, недочеты, да, то есть невнимание. Тем более сейчас идет ретроградный Меркурий, да, то есть мы как раз очень невнимательны. Так что, близнецы, вот такая информация. Благодарю за внимание, перехожу к ракам. Раки, 22 сентября. Четверг, события дня. Покажите мне. Так,
первое событие – это ожидание у вас может быть в четверг. С утра будете кого-то или что-то ожидать. Неприятность может быть. Ну, кстати, они могут быть связаны. То есть вот как раз неприятность – это из-за неприятности придется кого-то или что-то ждать. Получение. Может быть, ожидание, да, вот этого получения письма, этого документа. Солнышко, отличное настроение. Я думаю, что получите. Да, то есть после получения будет хорошее настроение. Застолье нельзя. Конфликт может быть. Чемодан нельзя. Время нельзя соединить. Здесь нет. Смотрим теперь вертикали. Нет, нет, нет. Нет, кровать можно. Кровать – это интимная связь. Ну или если для вас это не актуально, тогда это желание полежать, пораньше лечь спать. Да, последним событием выпало. Усталость может быть. Так, хорошо, значит, получается, смотрите, у вас с утра ожидание, да, вы чего-то ждете, скорее всего, какого-то получения, то есть ожидание. Затем неприятность может быть, будьте осторожны, внимательны. Получение долгожданное, я так понимаю. Отличное настроение после этого получения. Затем конфликт, причем конфликт серьезный, мечи, да, то есть это не метла, где вот ссора, да, то есть когда это 5 минут и помирились. Здесь прям может быть серьезный конфликт и интимная связь. Или же после конфликта, да, желание пойти пораньше лечь спать, потому что, да, вот эмоциональная какая-то такая выжатость может быть. Так что, раки, да, есть, как видите, как хорошие события, так и есть и не очень. 2 предупреждения: конфликт и с утра какая-то неприятность. Вам надо обязательно проверять, да, вот каждое свое действие, чтобы не наделать ошибок в этот день. Вот такая информация. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к львам. Так, левушки. Смотрим левушек. 22 сентября. Сентября, события дня для львов. Покажите мне. Четверг. Четверг. Разлука. Первая у вас выпадает чемодан. Вы можете с кем-то с утра расстаться. То есть уедете либо вы, либо кто-то уедет. Это такое временное расставание. Какой-то нерешенный вопрос может быть в этот день. Флаг нельзя. Ключик. Ключик очень хорошо. Ключ показывает открытые двери, возможности, да, то есть когда все идет к нам в руки. Ну, кстати, благодаря ключу может решиться вопрос. Якорь. Якорь показывает либо прибытие, да, то есть если вы, например, едете с чемоданом, то
Якорь показывает прибытие на место. Якорь показывает, когда мы что-то заканчиваем, ставим точку, но это вопрос обычно там нескольких месяцев или лет. Да, то есть это не дело, которое вы сегодня начали, сегодня закончили. Это что-то вот, например, как по цепи. Да, то есть цепь это долго, месяц за месяцем вы что-то делали. Да, то есть и по якорю, благодаря ключу закончили, поставили точку. Хорошие новости. Шарики. Надежда. Возможно, какие-то новости дадут вам надежду на то, что вот этот вопрос можно решить. Друг нельзя. Череп нельзя. Гости. Прибытие в гости или прибытие гостей. Может быть, к вам кто-то приедет с чемоданами в гости, как вариант. Но якорь прибытия, скорее всего, в вашем случае. Горизонтали, вертикали не увидела. Получается, у вас в этот день чемодан. Да, то есть либо вы куда-то с чемоданами едете, либо к вам приезжают с чемоданами. Нерешенный вопрос, который может решиться, потому что ключ выпал, говорит, есть все шансы того, что вы можете решить этот вопрос, который давно-давно долго тянется, и вы можете поставить точку по якорю, да, в этом вопросе. Либо якорь еще показывает прибытие, да, то есть с чемоданом прибытие в гости или гостей. И еще в этот день из плюса будет хорошие новости, которые дадут вам какую-то надежду. Да, то есть после этих новостей у вас появится надежда на то, что вы можете для себя что-то получить. Так что, видите, у вас даже вот не очень хорошее событие, нерешенный вопрос, скорее всего, решится в этот день. Вот такая информация для вас, львы. Благодарю за внимание и перехожу дальше к девам. Так, девы. Двадцать 22 сентября, четверг. События дня для дев. Покажите мне, пожалуйста. Яблоко. Яблоко показывает слезы. Ну, сейчас посмотрим. Может быть, это и слезы радости. Нерешенный вопрос. Деловое общение. Ведь общение будет, а вопрос как-то вот не решается на этом общении. Змея. Злые языки. Да, то есть какой-то человек, который может ужалить, обидеть, как-то сказать что-то обидное. Угу. И смотрите, исполнение желания в конце дня. Да, какое хорошее событие. Получение желаемого. Горизонтали, вертикали я не нашла. Получается, у вас в этот день
есть какой-то нерешенный вопрос, который не получается решить. Да, то есть как бы не хотелось, получается, вы уже не один раз пытались, да, цепь показывает, но как-то не получается. Возможно, из-за этого переживания, слезы, да, то есть показывает, что переживаете, что не получается. Деловое общение. Может быть, это как-то вот будет связано встреча, на этой встрече вы будете пытаться решить, но показывает, что не получается. Если бы выпали ножницы, да, вот ножницы, половинки, да, видите, в разных местах далеко, очень далеко еще решение этого вопроса, тогда я бы сказала да, а так нет, не получится решить. При этом у вас еще будет встреча с каким-то человеком-змеей, да, человек, который может как-то вас обидеть. Тут, кстати, вот этот человек может доставить вам, да, слезы, как-то ужалить, что-то обидное сказать, и, возможно, вот это вас расстроит. Слезы могут и сюда относиться. Но зато вот в конце дня есть такой бонус, да, приятный, это получение желаемого, исполнение желания. Да, что, в принципе, перекрывает и змею, и нерешенный вопрос. Так что, девы, вот такой у вас будет день, четверг. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео. Есть у меня также вторая часть, продолжение. Для тех, кого интересуют знаки от весов до рыбок, я сейчас запишу вторую часть. Под этим видео я оставлю ссылочку. Нажимайте, переходите и встретимся с вами во второй части. Жду вас там.